Здесь, в селении Валерик, в 1912 году родился человек, о жизни и о времени которого мы хотим рассказать в своем документальном фильме. Речь идет о Гайрбекове Муслиме Гайрбековиче, председателе Совета министров ЧССР с 1958 по 1971 годы. Этого государственного деятеля до сих пор добрым словом вспоминают люди старшего поколения, а молодые, возможно, его и не знают. Но даже и сегодня жизнь Гайрбекова могла бы стать для нас хорошим примером. Он был воспитан на традициях и адатах своего народа. В детстве Муслим учился арабской грамоте в медресе, но оказавшаяся у государственного руля безбожная власть наложила запрет на любое вероисповедание. Любознательному мальчишке пришлось постигать грамоту в светской школе. Ему легко давались математика, история, родной язык. В годы юности мировоззрение Муслима основывалось на лучших обычаях чеченского народа, и через их призму в нем развились характерные качества, как уважение к старшим, честность и богобоязненность. Становясь старше, он живо интересовался жизнью и историей своего народа. Ах, вот зиярти, арвахчу мич, мил зиярти, а до сон цеха бада дич. Муха иштер цига, что он кёрти ол кюк хакар. Муслим дал мулах. Хайна, байда хирул шкату. Цан хачуага аскумат бисна бат. Муссу хайна тхай. Нохчи мот шадик илилина, хунд ацалилич имигирул шват. После школы Гайрбеков окончил курсы руководящих работников. Затем его направили в высшую партийную школу. Он был свидетелем многих исторических событий. Во время войны 1941-1945 годов был назначен комиссаром Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. Впоследствии был политруком на разных фронтах. В 1944 году из Москвы Муслим Гайрбекович выехал в город Джамбул. Вместе со своим народом он разделил участь несправедливого выселения. От сначала школы, от сволота я к концу. Так вот 7 ашка олар мяцумам, 7 ашка дешем штедуцу. Так цигер вяж от рефаки, и рефаки я к концу. И рефак чек моя на директор рефак хилайс. И чек моя на сразу директор хилайс. Так цулт аха от апкумя, цигаву кувай дадогой чайна. Цигаву. وای سیب جا داد و آشکارا ماست کواسا دیش وانویز آیا کوهانوری اختیگر تر تو دیش اختیگر هواش حقوق حدیه در حق بر ماست کواسات علیر شاسو تروات شیخ آمدادیوت متی شادات وقت ویروات وایت ایردو خیلی اتیگاو خود آدم هر شیبری دودی خوغالی دادو داد خوغلر دادو خواه تو خیلی سنیس ویل خدا دابی اوش ایشون خودم میچ خیلی یودا خیلی نو اثر حقیقته ایدیوزر بولشوانیت میچ خیلی یو خیلی تیگه حقیقت اخت خسانه خودش کستنه تیگ دادن تیگه اینات خود اخت تیگر اوت ای هویز علمت Позже его опыт грамотного партийного работника был востребован. В 1947 году он уже работал инструктором ЦК КПСС Казахстана. Тогда его возглавлял Брежнев, с которым у Гайрбекова наладились доверительные отношения. Спустя много лет они проявят себя, но об этом попозже. А я Гайрбекова знал еще с 1938 года. Они с братом вместе работали в так называемом рабфаке. Рабфак это было при нефтяном институте, давало среднее образование, и после рабфака какие-то льготы были для поступления в нефтяной институт. Он в здании, прям примкнувшись, стоял этот рабфак к нефтяному институту, где площадь Челюскинцева была. Вот. Там работал Муслим Гайрбеков и работал мой брат. Кем работал Муслим, я не помню. Брат работал заведующим национальной так называемой частью рабфака. Когда нас выслали и вернули
и мне пришлось соприкоснуться с Муслимом близко по вопросу квартиры, жилья. Установка обкома партии была в первую очередь обеспечить жильем всех журналистов, особенно газетчиков, журналов тогда у нас не было. Газеты были, радио было, потом внедрили телевидение. И вот я тоже ходил по Игорю Бекову, ходил в обком, ходил в списке, был там 12-й, кажется, по очередности. До не артях, и вот бехкен бош, чун и хазах, мельш уауси, уауидицу и шей аграният, это хош мельш бо. إيش حاولش بحكي بروش دايز بيش هون يعني وشوتي يوش برجع حديل وشوتي تاع يوسرش حديل إيش يتشوفان تير وقي حاجني بيتلاقوا راسر إذا تامشين يوز تقول تامشين غلق يحتقول تامشين بوسو دوك أوليوش تقول. В 1956 году, 24 ноября, пленум ЦК КПСС принял, наконец, решение о возвращении чеченцев и ингушей на их историческую родину. 9 января 1957 года вышел и указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Чечено-Ингушской ССР. Был сформирован оргкомитет на период восстановления с функциями правительства и Верховного Совета, а возглавить поручили Муслиму Гайрбекову. Были определены и заместители Мальсагов, Тангиев и позже Атиев. Тогда, как говорится, все началось и завертелось. Остро встал вопрос о возвращении земель и восстановлении республики в прежних границах. Первыми согласились вернуть территории Дагестан, Грузия, Ставропольский край. А тем временем переселенцы прибывали домой на Кавказ. В условиях неприязни, беззакония и бюрократии приходилось Муслиму Гайрбековичу и его соратникам определять и расселять прибывающих чеченцев и ингушей. Высшие чиновники не допускали коренное население жить в Грозном или даже близко к нему. Такое унизительное отношение к многострадальному чеченскому народу страны Советов продолжалось довольно долго. Немногие чеченцы в 60-х годах имели право получить вид на жительство, квартиру или дом в городе Грозном. Зато их щедро расселяли подальше от города, не давая им возможность работать в нефтяной и газовой промышленности республики. Время было очень напряженное. Раздавались голоса о нашем повторном выселении, что мы здесь не нужны, что они здесь жили, не было, что мы будем только мешать и так далее. На всех руководящих постах, понимаешь, были евреи, армяне, русские и люди других национальностей, представители. Нам работу, кроме как номенклатурным работникам, и то по каким-то, понимаешь, ведомым обкому партии, понимаешь, там, секретам, в силу необходимости восстанавливали в должностях секретарей обкома, там, зав. Отделом и так далее, и так далее. В общем, местное население нас в штыки, как говорится, встретило. Не рады были. Раздавались даже пьяные голоса казаков, понимаешь, против нас, долой, понимаешь, Чечню, Чечня без чеченцев и так далее. Разные были возгласы. Но мы терпели, приехали домой, слава Аллаху, Бог что им. Дика Ленина, яркого угол yok здание, яркого гали чух, дух адам чудит что. Эт чух собрание хели поспело Игнатов ян. Ах, от Игнатов поспело что давятен. Яковлес докладир, Яковлес. Ах, поспело халагатен отсада. Цар докладияш графин юзин хидер от Яковлен от трибун дилен. Так дюзин хидуатерцу. Попробуйте долить. Ибор Кударон Эльчи, Республика Южин, Грозинская область, Италия. И Грозинская область, Южин, Куча Беллойбу, Адмишду. Ките отцул Адмиш Далича, Куза, Дамет Тигяц. Попробуй долить. Шу Эрндахкиндук, шу Сонхдук, Республика. А до ех остольтах, президиум юка хинаш, Мальсаго, Зеоди. Або цебо тахал قونختك هليريز بخ الوانتو استلخل قاسويل دي هاول وانتو استكنتو اخي تير ازغاس كوك شكول جات داتو انا تشن غرافين حقات نليوايت بيرال اخ ايبور كودر اش قيتير اغناتو قيتير باسبيلو قيتير سقيق امير سديتير اوتشوا اوت باسبيلوس حلقات نالير
Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика восстановлена в соответствии с решениями 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Кто против решения 20-го съезда? Поднимите руку или поднимите сами. Все, значит, все согласны. Понятно, что возвращающихся из 13-летней депортации чеченцев никто не ждал. Русские и украинцы, заселившиеся, освобождать жилье. 56-й, начало 56-го и 7-8 годы не все сразу приехали, а приезжали, так, периодически приезжали, понимаешь, ну, компанейски, как говорится. Я не знаю, что здесь творится, что нас ожидает после Казахстана. Ну, приехали, кое-кто оселся, понимаешь, остались, вернули некоторые квартиры, старые дома вернули, но не все. Допустим, в горных районах там осели дагестанцы и люди других национальностей. Многие из них заставляли выкупать собственный дом тебя, не выходили из домов. Мы здесь ремонт делали, мы то-то делали, понимаешь, не отдавали добровольно. Другие, наоборот, ждали хозяев, ради Бога, говорят, ради Аллаха, говорят, я сохранил им, отдам, говорят, либо они меня простили за проживание, куда Бог. Разные люди бывали. И в то же время местное население, особенно здесь в городе, не очень нас ласково встречало, как говорится. Особенно армяне, казаки местные. Ну и кроме евреев. Евреи, как родные братья у нас, горские евреи, лучше всех, понимаешь, людей, которые здесь жили. Встречали чеченцев, ингушей, евреи. И квартиры предоставляли, понимаешь, даже бесплатно, мне кажется. Да, и гостеприимство оказывали и так далее. Хотя один в поле не воин, Гайрбеков делал все возможное, чтобы чеченцы чувствовали себя хозяевами своей земли. С 1958 года он уже был председателем Совета министров ЧССР. Казалось бы, должность открывает немалые возможности. Но обком КПСС использовал всю свою мощь, чтобы блокировать любую идею, которая могла бы быть позитивной в восстановительном процессе республики. Отдельные чиновники провоцировали ситуации, ограничивающие размах деятельности Гайрбекова. Яковлев метен Белоруссию, Трофимов Бош, Александр Степанович. И harta görüyoruz. Akçu nokçi kadrış melşte ozin dayto bolir şenşemeti. Ak Гайрбековна власть дайли. Оргкомитетна власть дайли. Чут я выборщинца Гайрбеков председатель Совет министров Хоршды. Иш даватир. Но и Трофимов давгар. Қадия шарах айриза 60-й год дон из. Ак и давахчи ак опряткин Титовер Титов цажим резкий стагор дела قار ألر دير دولش تقواتر خيس غاش ألر دير دولش واتر إذا ويكها غير أوشور أقدر إذا ويخشى بيرقد وين شابرجي غاسقي تيفيجن كاتش والتان إشتيان أتود وقتي عبولي خنوختي وعموتي عبور وين هو غالي شح نفط بيرجون زود دير نفط масло زود دير Очень завод, чего еще Швейцар, председатель Совет министров Гайрбеков. Отцул, что игнорировать дяштер, ночи волдер, ведь Швейцар. Отцул яки заводчика, ночи был ведь Швейцар. Ночи шабериге до Казахстане, Сибири, отшколда, яхш сига, заработка, яхш сига, и белш беш, сигар, яхшнишлаш, ос яхшних бешберг. Ему по возможности хотелось задействовать в восстановлении республики все больше чеченцев, стремился расширить и развить промышленную зону, где позволяют условия, и создать инженерно-технический потенциал из числа коренного населения. Он, как патриот и перспективный грамотный руководитель, был убежден, что только квалифицированные рабочие и крепкая интеллигенция могут обеспечить будущее чеченского народа. Трудоустройство было самым главным и больным вопросом начала 60-х годов. И в связи с этим в начале 1959 года Гайрбековым было дано задание изучить вопрос наличия свободных рабочих рук. В тех условиях перспективным оказалось развитие сельского хозяйства. Но этого было недостаточно, поэтому решено было параллельно создавать промышленные и перерабатывающие объекты. И в 1959 году в поселке Колхозном, ныне город Аргун, заложили сахарный завод.
пущенную в производство уже в 1961 году. Результатом деятельности Гарибекова на посту председателя Совмина ЧССР являются заводы в Назране, Гудермесе, строительство цементного завода в Чири-Юрте. Он желал благоустроить и отдаленные села. Республика была богата нефтью, газом, и при желании руководящей власти могла осилить газификацию многих районов, включая и горные, что остановило бы вырубку ценных пород деревьев. Муслим боролся, что-то удавалось, а на чем-то те, кто рангом выше, ставили крест. Быть на руководящей должности и испытывать ограничения в принятии каких-либо решений очень тяжело. Вдвойне унизительно, когда роль в этом играет национальность. Как чеченец, все это он переносил очень болезненно, и цену всему этому мог знать только он сам. Никакие препоны, должности не могли убить в нем дух чеченца, и пусть это прозвучит пафосно, дух патриота своего народа. На руководящую работу чеченцев очень трудно принимали. Наверное, по блату, по коррупции, понимаешь, играл роль свою, деньги, взятки. Даже студенты, окончившие наши вузы, на работу назначали, тогда было распределение, на 3 года он должен был отрабатывать где-то, окончивший вуз, студент. Посылали в Сибирь, на Дальний Восток, Магаданскую область и так далее. Не оставляли на месте национальные кадры, наши, а здесь оседали, русские, армяне, евреи и прочие, Чечено-Ингушетии в то время. Гарибеков, после того на работе, он у нас совещание у себя проводил, журналистов, о чем писать, как писать, какие данные, нужно поднимать, какие, интересуют на данный момент, республику вопросы по нефти, газу, сельскому хозяйству и так далее. Был очень обаятельный человек, обаятельный, умный, умел с каждым человеком разговаривать. Улыбка вечно сияла на его лице во время, разговора. Особенно с рядовым, когда разговаривает, понимаешь. Да. Только с хорошей стороны я могу вспоминать этого человека. خلچ عمواتي إشادة الأدم قويهم شو أميت جورج مسو أدم صدالي نير مسو هو نعرع دائما زين مسو خينا دينا سول نعرع تقلات شور سأوش شي بالبا ناغني غدو مدى ترديد ناغ يو سيجرت أداه كنت خين هو غالي دويتش باتر نوختي غالي تتعان شو أيتش بونرت داج بونرت أتويلي ساعش بولي ناخده إيش شو بحكيتش باتر إيش أتغير تسيك حين بلا بيش بيومس ثاني حرض من ويش خلال إيش صار تسواز تسيل إي أدم داني استيراد بونير تناغني بسورك سيجا ميتكيك سيجا إي بسورك سيجا إي إناخ داني سبيل سيجا قولون توخر هق خشيتش مالنا داير سيك كدويرز سيك شا كدوير شو ما دات إلرتوز أخيشتوز أرح لاتش ورنان هو بونير تناغن خودك هرشاشين متكس ميلخ الحياقنا إيش شاليل وقتوقي إيش ديتا تديتر نوتون شي واي وروايق أم هيد إتون شوال شخينا أولورت وبيزن ديل حقالي وقشيات إيش تولورت تاجين هر أدمش داني استولورت هو لي يحسون أولورت ما سرق ديشي تردام ولا داني سلردو ديشي تردو إشتو نيم بال شوح دولشن سحنو من هين وين هرخل ديز إخل ديز وغشيرهم تو ديش داترت نيم بال برتو ديش في النص. Рассказывают, что Гарибеков очень редко пользовался служебной машиной, а когда случалось, что он приезжал в родное селение Валерик до своего родного дома, он шел пешком, часто останавливаясь и расспрашивая о житье-бытие каждого встречного односельчанина. Он считал себя одним из них, только на нем ответственности больше было за них и за все. ديت شرح هتي بيتي شيت قوي ديت شرح بريزيدنت سيد مينسترو تصغ مش انت اخي بلطي وشوين واسر سنه تقنا غاش واغر
غاش دعودر عاش متعورون يعني شيء وينسى يقطيات ستوين يول اتن دحل دول ما تينوس كورتير شاور قياش تيجر دين غاش دعورور غاش دعورور يدعوج سن دو بولت اتسبول خرناخ يدعوج ستسوي تجين ملوقة مالش دياش تعتم دي غير شيء غير شيء دي عايز دعور واترتير تقبوبتنا إيش تا استقول شين أغران هو قص خليز قال شين أغران سأيش شاكو جريوات شان شين كبتكر شانا عندين غوبو باسيلت شين تحمو غوبو بير بوالت شين أغران سأيش إلت سقوة تيتر سو خواتو يولش مثلا خلج تيدو بسوخينا تا أغران ناخسان دا سا شامل لبوين تخشوا عيلا نيركرنا السخينة داير ورانورير سو هو لرون ألج درت كورلي أنتج تنخديش داير خلالي. Конечно, были люди на различных должностях, которым Гарибеков мог вполне доверять, но их было слишком мало при принятии и утверждении каких-либо важных решений. Верные соратники Габисов, Мальцагов, Атиев, к счастью, не были угодниками власти и сделку с совестью не устраивали. Муслима бесил один только расклад членов обкома КПСС. Из 97 членов только 25 чеченцев. Отсюда видно было, что ни один принципиальный вопрос Муслим Гарибекович не смог бы протащить через него, кто бы за это проголосовал. Только лишь поэтому отказался Муслим от предложения Брежнева занять пост первого секретаря Чечено-Ингушского обкома партии. Когда так называемой национальной республики все ключевые должности и позиции в нефтяной и газовой промышленности занимали кто угодно, только не чеченцы. Гарибеков был убежден, заняв такой высокий пост, он никогда не заручился бы поддержкой членов обкома в решении самых важных вопросов для нашего народа. И каждый раз по мельчайшему поводу оглядываться в ожидании поддержки от Брежнева он счел для себя унизительным. Первый секретарь обком партии выходит цехлер, отказ день цабахтиги. Дерхат из модум альцува, он сейфчери газет хаитер. Грузинский рабочий газет тувец хаитер. Хаитер, вахал метр дешел харер. Отсюда аю это итог Грузинской Чечено-Ингушской республиканской партийной конференции. А от газет тягу что пометка шинася. А пометка шин я понял сразу. Я багар без что пометка шин был. Но чигалая версии. Версии 90 из 97 версий 59 человек. Ах, и 37 человек ночи галау. От 36 22 ночи 14 غلاو داق لتو ويالي عديشنا ويالا إتو гириятина дерьер и сразу вычислить моди сколько чеченцев, сколько ингушей, сколько русских. Ах, чини от состав был бы мдисен. Цо вопрос решать дешха чаус обкома. Все члены обкома, большинство во всяком случае, должны за него голосовать. А большинство газских чин решение чакели. Ах, ху секретарь уже. Ца решение есть сахар, ца решение еба от сахар, шег ютуб сахар от состава. Лишь секретарь обком гурорк 37 газки вольш, 59 ногти вольш. Хилчады, ша секретарь обком гурорк. Цу алерка цаешь гурорк. А конференция вот здесь на месте, состав здесь на месте. Ще обком я тебе. Это не мой обком. Это выдвижение команда Апряткина восприняла как состоявшийся факт и начали активно компрометировать Гарибекова, пресекая все перспективные нововведения, исходящие от него. В аналогичных условиях создавался в 1971 году Чечено-Ингушский университет на базе педагогического института. Это стоило Муслиму моральных титанических усилий. Ему мешали не только Апряткины, но и свои же национальные идеологические работники, мотивируя отсутствием необходимой базы. Гарибеков знал возможности этих национал-предателей и угнетателей чеченского народа.
Каждый из них, Апряткин, Дорохов, Беляев, Бессарабов, занимавшие важные должности в республике, готовы были учинить любой политический шантаж. Примером тому были так называемые Грозненские события августа 1958 года. Если бы тогда чеченцы приняли в этом участие, резонанс и результат могли бы быть самыми ужасающими. Я работал в Ленинском пути. И как-то в один прекрасный день, летом, по-моему, было дело, 1958 года, прибегают ребята, говорят, по проспекту Победы, говорят, обкому партии идет целая толпа, несут на носилках какого-то хулигана, убитого чеченцем, понимаешь, в драке. А это оказался какой-то вор залетный, как говорится. Они поругались, подрались с нашими ребятами. Ну, тот не вытерпел, ножом, понимаешь, уложил его, когда самооборона. Ну, и из этого целый политический акт сделали, захватили здание обкома партии, а наша редакция была рядом с горкомом партии. Помните, где горком был? Вот там захватили горком партии, к нам хотели, понимаешь, в редакцию. Одни говорят, закрывайте двери на запор, я говорю, ничего подобного. Открывайте двери, ломайте стулья, готовьте эти самые дубины, будем отбиваться, понимаешь. Он тогда своял, да. Потом на второй день, будто они готовились штурмом, понимаешь, захватывать квартиры, дома, чеченские выгонять и так далее. И чеченцы, естественно, приготовились к обороне. Чунах Грозненские события. Грозненские события. По лозунгер убрать чеченцев, сделать Грозненскую область, если им нужна республика, пускай в Шалях или Урсмартане делают. Обком чубан, обком чах бунт якет лахтар. Шаерге обком чур стол гант шадалхум дуhoш, цер кият сейф шуhoш, уж لا تخياتشدو. отчах цар قاعددنق قاعددنيرختار. حالات второй секретарь Ворвани Чехки Осман Асланбекович был. Очень богатый ваш, сотрясение мозга ешь. Ишт и ята итин и ночи гала войн ком сагуихи чадай цар итнерцун. Ах отчур иш бейт бойлер возбеш. Ах шиндина и цар обком партии громити нерхоч. Чамелдер хумш дуохош юохош киоч даскуиш сейф юохош и шкаф юохош и قاعدة нерхтар. Так то от Северокавказ военный округ, я говорю, Плиев бош, генерал Волшли. И Плиев, эскишся вавиен, оту гуляц, дадол элцерк, дойда чаша. Ах, цу цар и шил хидиттин цар, бренбойц и шлангшса. Так цебойл шда. Ах, цу сам шхала дахл. И потихоньку, этот бум остыл, поймешь, спал. Начались аресты. Я, помните, русские боялись по-русски разговаривать даже. Хватали всех, проверяли, через сито пропускали. Он участвовал, не участвовал, бог. Такие события были. Получается так, что на определенном историческом этапе чеченцам постоянно приходится себя реабилитировать, и этот процесс, как судебная тяжба, никогда не заканчивается. Только начав жить и развиваться, приходится опять доказывать, что мы народ со своей уникальной ментальностью и особенностью традиций. Реалии того времени были таковы, что человеку благородных принципов тяжело было чувствовать свое бессилие перед мощью несправедливости той власти, к которой ты имеешь прямое отношение. Еще труднее сохранить чистоту своей веры, моральные ценности которой идут вразрез с безбожным мировоззрением атеистической идеологии страны Советов, которая обрекла на уничтожение не только мечети, медресе и церкви, но и наложила запрет на исполнение ритуально-обрядовых действий верующими. Муслим чугайна дуйна уэцадахкли мичабалахчи из мархи бут вети қобшур ши кадалде масаде мардолшур син кадалде аққузахчуни ишт кацадалер намаз да возможность дикятер хал диа кабинет юр старый здание совет министров юр син комната отдых олши гятер إذا شو لامس دوّر شهادة أس كابينة شاه دديشتر أس كابينة شاه دي شهادة يقولوا يروح
إيش هر نوع زداني شو جايبال شادو شو تيجي عشان كملت أدخ عليت نير وكملت أدخ يرق لامز كملت يرق متى عشان لامز يصير لامز دوي أقب وحار دي نعلى يلر إيش تورق مسلم موسكوا عير شين شرح ديوش Москва, масса де мардош. Суровое время было в том смысле, антирелигиозная пропаганда везде свирепствовала. Девушкам запрещалось носить косынки, был, понимаешь, бум такой, что долой косынки, понимаешь, да и будто только от косынок все зависит, понимаешь. Были инициаторы, которые поддерживали среди женщин это течение, это, понимаешь, призыв обкома партии. Атеистическая пропаганда, несмотря на всю эту волну, несмотря на всю эту, истерию, все говорили, что мусим молиться. Молиться на работе, там у него комната отдых бывает у первого секретаря обкома партии и у председателя. И он там, видно, запирался, молился в обеденный ламас там делал, малпус ламас там делал, остальные дома, понимаешь. Кто верил, кто не верил. И вот я помню, раз я иду по городу, дом правительства был, Красный дом, он на проспекте с одной стороны, а с другой стороны проспект Победы, по-моему. Муслим. Идет несколько человек, чеченцев, и пока ночью наши называли не Гайрбеков, не Муслима, Гайрбек. Имя ему, да. Все его любили, все к нему относились очень хорошо, потому что он всегда встретит человека, поговорит, умел говорить без окрика, без нотации, понимаешь, без угрозы и так далее. С каждым человеком. Был милый, хороший человек, как руководитель и как человек. И был говор тхуню قير إديل شل أغو لا مزدح مرقبة ساغنهم لا تخونو قير دهدل دات تخاجر تخطيجي شيء نتون بيش تخ سو جنوج خنا تخدا داور سو دنيا ديال داول تخدا تقبي بوت قبوت إيش باج الدنيا ديالوس تخون مسانا دا نانا تول وقش سعيشي وشي خلتها تخبار خلتول كيجي مسانا شيء غير الميلور شانا مسانا داخل إتين زود أسماء يسون دلت دو يعني سودي شقات شغليات داينا نيخل تخون مسانا لا تناقشي مسوخينا لا مزدنا مسوخينا خد شو قول ديت سو أولر مسوخينا شابوس الخلر وق بيبيز أولر سو مسوخينا الحمد لله ما ديكتو دا الخاصة مقع طبوس المشقالن ديز أتسوخينا تو هون ديت سخات خونس أتصل عيد لخلدوج خينا خاطيرتا تو حاجة يردادو مصو خينا ذكرش دينا تبدأ بالنا تيزيت لاتينا مصو خينا إبعنيح تون دال مولا تون خلقو تعايا هردو تون خل بوام بات. Его богобоязненность проглядывалась во всех его поступках и деяниях. Будучи в гуще той грязной и жесточайшей власти, он оставался верным сыном своего народа и уважал его великие личности. شو تلفون تيغرسيوك شيء ساعة واسمه قد دق خيش ده كان نودني نشخل شل دينوش كده قان عيرن شا إستوش حلو ورونا تصحلا هاي شوفر ستبيله تصح ورسي ورا ورسي تندو سير زيارة كل موتور برش ورق يغاسق هدي بيتي يغاسق ورق سو موتور برش اتس موتور تاقي يشو مداتر سشوفير ستوش اول خواليتا ويش سير اوتر بيوش اول خواليتا توش داويش سؤال كنت سير ولا املت شيخنا قيرم تسني خيني هون املت شيخ بوش وتيغا داويل املت شيخ اللي تشوشا اللي خسيق املت شيخ كانت دال نقش دربن ورسين تقواني أتوقع كي قاعد صندي نحصل لي طول شوراون طول شخلاون هذا إيشني زيارتي قكش بيت ديسنير خول دق دي أنسو أحكن يالكش دوها داش شنت حقات دي كش بيت ديسنير حاجل كانت يدعون شابوهرك هو الشيخان يقير مشتيسي تيش ما يعتوشني خينت أحمده على نتو هون جينا هالبلاجين جينا هون إذا حاتشو دي أنخي جينا هون دي هل يغدق دالي
تخوش تما قيتني عبلت يعزدش صح يزدي حيروك بس يزدي شي كيخ ده إشت سير إلروس كشنشن قيرن بولشدو إتياكش دوها دينا يو إش دوق ده كشنش دعوردو إش دعايتيش يا تقدي بوتي دعبيقتن بشار إشت مولشي حالسيش إشت أخش بوخش لا بيرج بس يتقولي تحار تون إشت يوضع على إشت ديور ديش كيخ يزدي إداشين عليه إزخل دوسك دوقا أس بيش يزدي. Даже то малое, что смог Мусим, было сделано в условиях невидимой борьбы с шовинистами у власти. И ни при каких условиях он не терял чувства достоинства, не умел жаловаться, поэтому противостоял руководству обкома, не выпячиваясь, без суеты, но мужественно. Когда с очередным инфарктом Мусим попал в больницу, его спросили: «Как же так случилось? Ведь вы такой спокойный человек». Назвав несколько десяток обкомовских лиц, он сказал: «Они все не поместились в одной груди. Они замучили и меня, и республику». Ему еще не было и 60 лет, когда его уставшее бороться с несправедливостью сердце остановилось в 1971 году. Он знал, что не проживет долго, и Шахабу Эпендиеву, это зять Али Митаева, на руках которого он и скончается, Мусим сказал, что для своих похорон он отложил 900 рублей и пожелал, чтобы потратили только эти деньги на жертвоприношение. Для него это было очень важно. Свой путь на этой земле он закончил так же чисто, как и старался жить до последнего своего смертного часа. سوقان بانجت قوتشروات صنش بانجت وعبيل ياسين شو ساد عدي دون هقار سو هنا عندن وري كومونيست وري برزار سويت مينستر وري бош دي ديكتا وري باتشا هون заслуженный так وري бош دي صار قش يارش داس يزورون شغال يقعد اول يز бош دي بور داتي شا فينش ولرت دول باخ يردوش وز ولرت وار داخلي تسن ديك خز وزد كنشتر شوي ادع شو غاسق تشوتش داع حدين غالي يقدرنا قول غير كات ضيعقن غاس ضيعنا اي سي شينرش غورش يش اشتغل ليش دوغين خلق دين دوغين كيشنش اوس كيشنش كبيش دعمو ولا شاب عندوش كيشنش قول كات دين تسين ديرتو ايميل بيزاون شيء للربا ايميل بيزاون شيء تيجي على وين